Академия цифрового развития открылась в феврале 2024 года. Это уникальный для Северного Кавказа проект группы «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Его реализуют при поддержке правительства Республики Ингушетия. Здесь бесплатно готовят специалистов по самым востребованным IT-направлениям, от программирования и анализа данных до кибербезопасности, а также помогают как опытным, так и начинающим предпринимателям развивать их IT-проекты. Академия цифрового развития формирует новое поколение специалистов и помогает жителям региона осваивать современные технологии. Год назад Микаил Сафарбекович Гуцериев, Герман Оскарович Греф, Махмуд Алимак Шарипович Калиматов и Валерий Гергиев дали старт нашему замечательному образовательному учреждению. Мы открыли кампус «Школа-21». Это один из основных, можно сказать, центральный блок Академии цифрового развития в Ингушетии, город Магаз. И сегодня нам исполнился 1 год. Отдельно хотелось бы сказать о роли Микаила Сафарбековича в том, как появилась Академия, как она развивается. Вот это вот идея связности, идея экосистемного развития, она возникла в начале, наверное, 22-го, в конце 21-го года у него в голове. Он пригласил меня, мы собрали команду и, собственно, постепенно развиваем эти блоки при его поддержке и непосредственном участии. То есть он крайне активно включен и вовлечен в те процессы, которые у нас здесь происходят. В образовательном кластере Академия цифрового развития и кампусе «Школа-21» прошел День открытых дверей, приуроченный к 1-й годовщине работы кластера. Прибывающих гостей сразу регистрируют, выдают вот такие браслеты и дальше добро пожаловать на Велком Фуршет, столики с угощениями и знакомство с участниками обучения. Кроме того, тут же на 1-м этаже представлена сувенирная лавка, брелки, подставки для телефонов, миниатюрные ингушские башни. Все это сделано 3D-принтером. Рядом проходит демонстрация гусеничного мини-робота, произведенного в лаборатории робототехники. Плавно мероприятие перетекает в конференц-зал. Гостей знакомят с программами обучения в «Школе-21». В подробностях рассказывают о программах Академии цифрового развития. Участвующих ждет экскурсия по кампусу школы и знакомство с методологией обучения. Деловая программа, бизнес-тренинг от бизнес-акселератора Ингушетии, но все по порядку. Кто напомнит, что такое UX? Ага. Так, еще варианты? Обстановка в конференц-зале более чем располагающая. Исмаил Ужахов, участник курса «Основы информационной безопасности», за ответы на нехитрые вопросы присуждает участникам мероприятия так называемые жетоны активности. Во всей республике я не знаю, где лучше и продуктивнее можно было обучаться, идти развиваться. И помимо обучения ты узнаешь много новых людей, что тоже является большим плюсом. Я сказал. Деловую программу Дня открытых дверей открыла серия выступлений экспертов. Директор Академии цифрового развития Дмитрий Артюх представил планы образовательного кластера на 2025 год. За год мы вот успели, собственно, запустить кампус «Школа-21». Чуть позже, летом, мы запустили акселератор совместно с Free фондом развития интернет-инициатив. И уже осенью мы запустили Smart Hotel. То есть это единый кластер, который мы развиваем, расширяем. Прошлый год у нас, как мы говорим, был год запусков. 23-й год мы готовились, 24-й год мы запускали все основные блоки, части нашего кластера. И в этом году мы все это развиваем. В этом году мы, вот, например, запустим фонд. Это та самая недостающая основная часть, наверное, нашего кластера, которая позволит нам поддерживать предпринимателей. То есть в Академии мы учим широкому спектру связанных с IT специальностей. Школа — это прям такое серьезное углубленное обучение на 1,5-3 года.
Важно отметить, что школа – это, скорее название, да, учим мы как раз всех, кому уже исполнилось 18 лет, да, то есть это для совершеннолетних программ образования. И акселератор – это обучение предпринимательской деятельности, важно не менеджменту, а именно мы учим предпринимателей, да, то есть мы вот взяли одну из лучших структур, понимающих, что такое инвестиции, что такое бизнес, собственно, Free, и вместе с ними делаем образовательные программы для тех, кто хочет быть предпринимателем. Речь шла в том числе и о перспективах работы в IT-сфере. В свою очередь, руководитель кампуса «Школа-21» Руслан Калоев подвел итоги первого года работы бесплатной школы цифровых технологий от Сбера, открытой на базе Академии цифрового развития. Он поделился историями успеха участников основного обучения «Школы-21». Здесь может обучаться каждый желающий старше 18 лет. Это первый подобный проект в Северо-Кавказском федеральном округе, и такая возможность появилась благодаря инициативе основателя фонда «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева при поддержке главы республики Махмуда Али Калиматова. Мы в прошлом году провели 5 отборочных бассейнов, так называемые интенсивы, через которые прошло более 1000 человек. Из них 300 человек – это люди, которые прошли на основное обучение в «Школу-21» и имеют возможность уже полноценно обучаться, получать сертификаты о прохождении образования и быть готовым к тому, чтобы за них конкурировали крупнейшие и крупные IT-компании и стартапы всей России. Мы не так давно начали, и сегодня мы как раз празднуем ровно год со дня открытия. Обучение продолжается, несмотря на это у нас более 20 человек уже трудоустроено, часть из них проходит стажировки в профильных компаниях по своим направлениям, по направлениям IT. Также в течение дня открытых дверей прошли карьерные консультации, а все желающие смогли подать заявку на участие в ближайшем бассейне «Школы-21» в 26-дневном отборочном этапе, необходимом для зачисления на основное обучение. В этом году мы имеем также амбициозные планы. Мы проводим еще 5 интенсивов, запускаем еще 2 потока основного обучения. Мы на этом останавливаться не планируем. У нас достаточно амбициозные планы по части и развития лаборатории робототехники. У нас лаборатория открывается уже в следующем месяце, и вот в ближайшие несколько месяцев мы проведем интересные мастер-классы для всех желающих изучить что-то новое в части инженерии, 3D-моделирования и робототехники. При этом на Северном Кавказе мы являемся единственным похожим кластером, кампусом. Мы достаточно уникальны в том плане, что имеем возможности в том числе и предоставлять смарт-отель. Вот он в прошлом году открылся. Мы предоставляем возможность проживания, бесплатного проживания для всех иногородних и приезжих участников. На данный момент гости к нам приезжают, и мы никак не ограничиваем желание людей приехать к нам и обучаться у нас. День открытых дверей – это еще и бизнес-тренинг, современные инструменты развития бизнеса, организованный бизнес-акселератором Ингушетии и также являющимся частью кластера Академии цифрового развития. Участникам рассказали, как избежать ошибок в управлении и продажах, выстроить эффективные бизнес-процессы, оптимизировать затраты и повысить продуктивность, используя современные инструменты и искусственный интеллект. В программе была предусмотрена практическая работа в группах и Q&A-сессия с экспертами. Кто может сказать, как называется, что такое UI и UX? В чем различие? UI и UX дизайн. Отдельное внимание уделено развитию инженерных и технических компетенций в RoboLab «Школе-21» образовательном проекте, где участники основного обучения «Школы-21», так и все, кто хочет развивать собственные технологические проекты, смогут освоить навыки в робототехнике, микроэлектронике, программировании квадрокоптеров, 3D-моделировании и печати. Самый настоящий центр притяжения молодых талантов. Уникальнейший проект группы «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева направлен на реализацию интеллектуального потенциала молодых людей, способных занять лидирующие места на рынке труда как востребованные и незаменимые IT-специалисты. Как, например, Ибрагим Аздоев, который прошел программу роста бизнеса, бизнес-акселератора Ингушетии.
Программа проходит в течение 2-3 месяцев. За это время мы с командой работаем с специалистами в области маркетинга, в области привлечения инвестиций и другими специалистами для того, чтобы наш бизнес в итоге дал рост. И по прошествии программы мы в этом же зале выступали с командой, рассказывая о наших успехах. Надо сказать, что действительно прохождение программы принесло свои плоды. Мы разработали некоторые эффективные стратегии для выхода на новые рынки. Можно получить профессии с будущего, программирование, системное администрирование и так далее. Плюс для наших начинающих предпринимателей это большая возможность и получить инвестиции, и получить новые знания. Даже если наши соотечественники не проходят здесь никакие программы, есть возможность, как сегодня, проходить специализированные мероприятия, чтобы как-то повысить уровень свой в маркетинге или обучиться каким-то новым приемам в бизнесе. Поэтому, конечно, хочется сказать большое спасибо и группе Совмар, и Михаилу Сафарбековичу лично, и всем причастным команде бизнес-акселератора и школе 21. Процесс разработки концепции, планирования и реализации макета, структуры и содержания веб-сайта. Так коротко и скудно можно описать профессию веб-дизайнера, но лишь истинные ценители знают, что по плечу это лишь талантливым, креативным и умеющим находить или создавать подход для воплощения в жизнь своего продукта. Таким человеком можно назвать Лиду Бокову. Обучаясь в Академии цифрового развития, прошла курсы веб-дизайна и устроилась на работу здесь же. Моя история была очень интересной. Вначале я поступила на курс, который был открыт Академией цифрового развития. Он назывался «Основы веб-дизайна». Мне очень сильно нравилось это направление. А дальше я решила попробовать подать сделала отклик на вакансию, которая была размещена Академией, и вышла на работу в качестве администратора образовательных проектов. И Академия позволила мне попробовать себя также в реальных проектах в качестве веб-дизайнера. Мне очень сильно понравилось развиваться в этом направлении, и сейчас я уже являюсь веб-дизайнером. В общем, хотела поблагодарить Михаила Сафарбековича Гусариева за такую прекрасную академию, которая позволяет всем жителям республики развиваться и получать востребованные профессии и становиться востребованными специалистами, которые могут себя реализовать в разных направлениях. Чем интересна и чем привлекательна работа веб-дизайнера, вообще сама профессия? Для меня она интересна тем, что она творческая. Мне очень сильно нравится видеть результат своей работы сразу, поэтому она позволяет всегда развиваться, учиться. То есть я каждый день что-то для себя открываю новое. В школе 21 доступно обучение мобильной разработки, в рамках которого можно изучить языки программирования. Из особенностей обучения методика «равный равному». Это когда обучающиеся учат друг друга выполнять задачи, а также готовят индивидуальные групповые IT-проекты. Подробнее об этом с нами поделился сам участник основного обучения мобильный разработчик, студент школы 21 Магомед Сайнароев. Обучение началось всего 2 месяца назад. Это моя вторая была попытка. Я первый приехал в феврале. Это был первый интенсив, все новое, никого не знал. Тогда не получилось пройти. На сентябрь пришел, получилось. Вот обучаюсь 2 месяца только. Все тут мы обучаемся по одной программе. Потом, когда уже набирают, у каждого есть свой уровень. У меня, например, 4 уровень. Добираешься до 12-го, ты считаешь, можешь уже закончил школу обучения. Чем выше уровень, тем уже ты сам выбираешь свое направление. Там Python, язык C++, Swift, мобильной разработки, кибербезопасность, у каждого свои направления. Я, по крайней мере, сейчас основу прохожу, чтобы потом уже выбрать направление. А вы уже определились? Да, я хочу выбрать язык Swift. Это мобильные разработки, iOS-приложений. Там ты можешь создавать разные, чисто для айфона.
как бы работать на эту компанию, или Python. Python является везде как бы главным языком, одним из ведущих языков мира, можно сказать, и с ним-то можно много что добиться. На самом деле это очень хороший стартап для будущего своего, чтобы жить достойно, обеспечивать себя. На самом деле это большой шанс наладить свое будущее. Спасибо Михаилу Савельбековичу за то, что фонд Совмат, за то, что он смог построить, оформить бесплатно для нас. Это бесплатное обучение, ты за это ничто не платишь. Важно учитывать, что учащиеся школы 21 из других регионов совершенно бесплатно на время прохождения вступительных испытаний и сдачи экзаменов смогут останавливаться в смарт-отеле, открытом в сентябре прошлого года. Это часть образовательного IT-кластера, в который входит Академия цифрового развития, Школа 21 и бизнес-акселератор Ингушетии. Они финансируются группой Совмар. Благодаря поддержке мецената и предпринимателя Михаила Сафарбековича Гуцериева здесь созданы условия как для комфортного проживания гостей, так и обучения будущих IT-специалистов в образовательном кластере. Номерной фонд у нас небольшой, у нас 40 номеров, при этом у нас 30 номеров, назовем их так, классическая классификация. Мы, кстати, получили полную стандартизацию, классификацию, у нас 4 звезды, мы бутик-отель. Так что мы стараемся поддерживать этот уровень и эту большую такую звезду 4. Мы небольшие, но при этом у нас прекрасные комнаты, очень хорошие отзывы, положительные. Вот сегодня люди были, говорят, а в других городах у вас будут такие гостиницы, потому что нам очень понравилось. Мы стараемся, конечно, к каждому гостю относиться с вниманием, не то, что это номер 101, 202 и так далее. Это люди, которые хотят уехать рано или позавтракать поздно, или приехать еще раз, и что-то им понадобится, кому-то обязательно надо вызвать такси. То есть сервис, наверное, будет нашей визитной карточкой, потому что о каждом нам хотелось бы заботиться. И ребята, которые приходят от академии и смотрят номера для студентов, у нас на 5-м этаже, как мы вам показали прежде, есть специальные номера студенческие с французскими, как мы называем, потолками, потому что это располагается на самом верхнем этаже, и это такая интересная, совершенно другая обстановка. Поэтому мы будем рады, чтобы ребята, которые сейчас у нас уже смотрят из Владикавказа, из Нальчика, из Дагестана, они бы были рады, потому что им будет удобно, им будет комфортно, им будет вкусно у нас. Что особенно важно, наверное, в студенческом возрасте. Есть разнообразные варианты размещения, обеспечивающие комфорт для различных категорий гостей. Со 2 по 4 этаж расположены двухместные классические номера и категории люкс. На 1-м этаже оборудованы номера, специально адаптированные для маломобильных групп населения. В отеле открыт также ресторан Гранд Кафе, где можно насладиться блюдами национальной и европейской кухни. Для проведения деловых встреч, конференций и других мероприятий предусмотрен мультифункциональный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием. На 5-м этаже располагается кампус, гостиная, специальное пространство для совместных занятий, обсуждений и общения учащихся школы 21 в Магасе. В отеле также предусмотрена молельная комната, мини-прачечная и хамам. Было запланировано и принято решение возвести смарт-отель как современный гостиничный комплекс, спроектированный в соответствии с международными стандартами.